у нас в обвинении указано, что Барак Чумурзиев, в частности, прикрываясь деятельностью опоры Ингушетии, в том числе занимался экстремистской деятельностью. Да нет, вы что, экстремистской деятельности? Тогда мы все экстремисты. Все, кто там находился, чуть ли не вся республика. Как может быть экстремистская? Скажите, пожалуйста, что вам известно про события, связанные с подписанием соглашений? То есть, я сейчас скажу, что мне известно. Мне, в принципе, вот, с самого начала, как вот начиналось это, изначально вообще информация пошла, что какие-то работы проводят на границе, там, в Чечни, в интернете пошла информация. Вот, потом начали выяснять, что да как, ну, там, запросы делать, муниципальные органы. То есть, конкретного ответа не было. Говорили, что даже глава республики тогда, Евкуров, говорил, что какие-то мероприятия по КТО проводятся, то есть там все под контролем, ничего там нету, не происходит, все нормально. Вот, и ну, уже когда день подписания, можно сказать, соглашения, тогда это уже все по телевидению там показали, все вдруг стало понятно, что подписывается договор о границе между двумя субъектами. При этом глава нас заверял, что метр в метр, там ничего, то есть где-то мы уступили, где-то нам уступили, но потом выяснилось, что чуть ли не 10% территории Ингушетии отошло к Чечне. Мы потеряли. То есть, конечно, люди возмутились с учетом того, что уже и так у нас проблема одна стоит по пригородному району, с 1944 года начиная. То есть, это очень болезненно ударило, потому что постоянно Ингушетия становится объектом, у которой забирают землю. И незаконно забирают. Было бы законно, еще не обидно, да, не жалко, никто бы даже, может, и не встал. Но тут явно, без нарушения всех норм, нарушения действующих законодательства республики, федерального законодательства, даже не посмотрели, что это заповедник. Вот, вот вы сказали, люди возмутились. Да. В чем это проявилось, на ваш взгляд? Люди просто все начали массово выходить на улицы, пошли все прямо в магаз, пошли в столицу. Вот. Известно ли вам что-либо, кто-то призывал на этот митинг? Нет, не было такого, нет. Никто не призывал, просто вот... Ну откуда стало известно, что... Из сетей интернет, в основном все из интернета. После того, как руководитель опоры Ингушетии Барак Чумурзиев был изолирован, арестован, какова судьба движения опоры Ингушетии? Мы пока после этого практически никакой деятельности не осуществляли. В связи с чем? Ну, пока не видим возможности какие-то деятельности осуществлять, потому что власти очень болезненно реагируют на любую деятельность общественной организации. То есть они боятся всего и вся, я не знаю почему. Наоборот, я считаю, с общественной организацией надо работать властям, взаимодействовать, спрашивать, что, как, потому что только общество донесет до них, какие проблемы в обществе, что происходит, как люди видят ту или иную ситуацию. Понимаете, у властей своя точка зрения, а у людей же много. Поэтому я считаю, это ошибочная позиция властей, что они не работают с общественными организациями как надо, или вообще, в принципе, не работают, ну, смотря где это происходит. Вот. И поэтому пока мы без Бараха мы не хотим больше пока проводить никаких мероприятий. Ну, Барах в Санкт-Петербург довольно не ушел. Ну, это уже потом мы обсудим. Вы сказали, что вы знакомы с Барахом, с Мусой, да. С Зарифой. Охарактеризуйте каждого из них коротко. Что вы о них знаете и как вы их можете описать? Каждого, да? Ну, что про них сказать? Они все люди состоявшиеся, вот, образованные, воспитанные, интеллигентные все, вот, очень грамотные люди. Что еще про них можно сказать? Главное, порядочные они все. У них нет вот каких-то вот, не знаю, как это назвать даже, каких-то гнилых поступков нету. Они очень порядочные все люди для меня. И я никогда не видел ничего такого, чтобы я мог по-другому сказать. Первый митинг, когда был осенью 2018-го, я же говорю,
2 недели практически проходил митинг, и обратите внимание, что... Вы же сейчас про осень разговариваете? Да, сейчас я просто вернулся немножко, да. Там же не на все 2 недели дали разрешение, а давали там 3 дня, потом заканчивалось, опять продлевали, и вот так. То есть это очень важный момент. Почему нельзя было и весной то же самое сделать, почему вот это все случилось, честно сказать. Тоже можно было продлить, и все, люди спокойно себя вели, не было никаких провокаций, ничего не было. Если бы люди планировали какие-то провокации, то почему нам тогда вот осенью давали, продлевали вот это все, понимаете? Логики нет. Зачем здесь нельзя было продлить, и все. И никаких провокаций, никаких столкновений, ничего не было. И не было бы вообще. Поэтому здесь вопрос. Почему? Что помешало продлить этот митинг? Почему этого не сделали? Все. Все, больше вопросов нет. Можно вас общественный защитник? Скажите, свидетель, вы как представитель общественной организации, ваша организация «Опора Ингушетии» с другими общественниками контактировали? Да. Вам известна общественная такая организация «Совет Тейпов»? Конечно, известно. Расскажите, пожалуйста, как вы можете охарактеризовать эту организацию, ее деятельность? Видели ли вы какой-нибудь там со стороны Совета Тейпов политический окрас деятельности? Нет, там политический окрас. Претензии на власть? Да нет, какой общественная организация, какая претензия на власть? Тем более, учитывая, какая у нас ситуация, как у нас выбирают власть, как ее нам, не то что выбирают, нам ее навязывают всегда. Совет Тейпов — это общественная организация, которая болеет за свой народ, поднимает вопросы, которые наболели. Вот. Там что-то там говорить о том, что они претендовали на власть, это вообще близко даже нет. Там же люди все грамотные, там люди понимают, что им можно, что им нельзя. То есть все надо действовать в рамках закона. И они всегда пытаются это делать, и пока я не слышу, что они выходили за рамки. Скажите, пожалуйста, вот за все время вашей работы в «Опоре Ингушетии» и за то время, что Барах возглавляли ее, бывало такое, что Барах, манипулируя или же ссылаясь на какие-то исторические даты трагической истории нашего народа, как-то пытался манипулировать обществом? Нет, такого не было. Как вы можете манипулировать обществом прям? Не было такого. Обращение Погорова, к чему он призывал вот в интернете, что он говорил? Может, на митингах какие-то? К чему он призывал? К законности призывал, к порядку. К власти призывал, к законности, действующей тогда власти. Это я помню точно. Чтобы не нарушали закон, не вот эти соглашения, что они незаконные. Что воровали, да. Ну да, конечно. Там только такие. Погоров уже он и не действующий был сотрудником никем, он просто обычный гражданин был. Он, по-моему, в отставке уже был, если я не ошибаюсь. В момент вот этих протестных акций весной 2019 года видели ли вы лично выступление, вот сейчас сказали про Саудию Зарифу, или кого-то либо из подсудимых, что они призывали к экстремизму, к противоправной деятельности, к свержению, к вооруженному мятежу? Не было такого, не было. Спасибо. Но вы же понимаете, люди же все взрослые, люди в рамках закона делают. Если они все понимали это, они же не дураки, чтобы там завтра себе какие-то проблемы создать. Наоборот, призывали к порядку, к законности, чтобы наоборот молодежь вела себя правильно, то есть не было каких-то эксцессов ненужных. Все говорили о порядке, о том, что нельзя допускать нарушений. Только об этом говорили.